Мы продолжаем информационный вечер на телеканале ЭТР. В студии Севгиль Мусаева, программа «Прайм». Наш телефон сегодня 073 419 41 58, и гость нашей студии Виталий Дейнега, основатель фонда «Повернись живым». Добрый вечер, Виталий. Добрый Сегодня вечер. мы будем говорить о прошлом, будущем и настоящем волонтерского движения, о контрабанде в зоне АТО и методах борьбы с этим явлением, а также, возможно, если хватит времени, затронем тему Минских соглашений, потому что тема очень важная и в последнее время звучит бесконечная, и в последнее время звучит очень много каких-то альтернативных вариантов, в том числе буквально вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что поскольку Минские соглашения не работают, должна появиться какая-то альтернатива им. Я бы у вас, Виталий, в начале нашего разговора хотела бы спросить, фонд «Повернись живым» существует фактически с момента начала АТО. Насколько я помню, весной 2014 года вы были обычным программистом и, в принципе, не собирались заниматься волонтерством и купили первые тепловизоры. Да. Так начиналась история фонда. Ну, если в двух словах, то 10 мая 2014 года я написал пост, что я там первые свои 10 тысяч гривен даю на армию, и кто хочет, там присоединяйтесь. Он не сработал. Кроме меня никто не захотел. А вот когда я написал, что сегодня 100% мы там купим бронежилеты или что-то еще и отправим, вот тогда появились первые люди, кто присоединился. И дальше оно пошло одно за другим. Потом я начал собирать по друзьям. Я в записной книжке создал группу, ее назвал «Броники». И из моих 1500 контактов туда занес 200 людей, кто потенциально может помочь. Начал их обзванивать, говорить: ребята, там, а не хотите ли? И пара очень неожиданных людей. Кто-то дал деньги, а вот совершенно неожиданно для меня там моя подруга довоенная Таня Ромах взялась помогать как волонтер, потому что она вот такой, я бы сказал, упертый пацифист. И она смогла пробить нам, кстати, первый репост в Фейсбуке от «Украинской правды», который принес нам в итоге пару тепловизоров, один из которых, там, скажем, не один, оба были профинансированы группой киевских юристов, среди которых был такой человек, как Макс Нефедов, как оказалось потом где-то год спустя. Его нашел у себя в друзьях, и потом как-то у меня это все сошлось. Давайте вернемся в мае 2014 года. Тогда только начиналась операция в Славянске, да, с антитеррористическая, буквально 3-4. Первые погибшие были, и на тот момент было очень сложно понять вообще, что будет происходить. Украина готовилась к президентским выборам, и, в принципе, фаворитом президентской гонки на тот момент уже являлся действующий президент Украины Петр Порошенко. И действительно, на тот момент начали появляться первые волонтеры. Насколько вот я помню. Не, были. С времен Майдана были, уже был Народный тыл, Армия СОС, Доник, Бирюков и там целый ряд других. Мы были одними из последних, кто вот появился. То есть мы так с таким опозданием, мы в роли догоняющих были где-то первые пару месяцев. Вот. Но тогда просто, меня дернуло, потому что где-то вот в этих числах было, наши военные попали в засаду и погибло там человек 6. Где-то и меня вот, а потом я через знакомых нашел контакт одного там из, скажем, не последних лиц 95-й бригады, и когда он сказал, что по ним работают минометы, я как человек, заканчивавший военку, понял, что это уже все, то есть это уже не шутки. 10 тысяч гривен, это был первый взнос фактически, который сделали вы. Сколько сейчас фонд собрал? Вот фактически сколько уже 2018 год, сколько удалось собрать? 122 миллиона с чем-то, если я не ошибаюсь. У нас это все есть на сайте, любой человек может зайти посмотреть. Это у нас, мы даже как-то один раз распечатали нашу онлайн-отчетность, там где-то формата А3, где-то вот такая вот стопка. То есть там есть все абсолютно, там даже по 1 гривне все есть. Опять-таки, возвращаясь в мае 2014 года, на тот момент действительно очень большой популярностью пользовалось волонтерское движение, все только развивалось, действительно были сотни перепостов этих постов о нуждах армии, в том числе на тот момент, да, только формировалось добровольческое движение, появился, например, добровольческий батальон «Донбасс», и если вы вспомните, правый сектор, совершенно верно, если вы вспомните, первое время Семен Семенченко даже скрывал свое лицо, и чем тоже привлекал особое внимание и какое-то вносил интригу. Но если говорить, например, о добровольческом
добровольцев первые проблемы начались уже в конце 2014 года, когда некоторые из добробатов, ну, скажем так, в какой-то мере дискредитировали себя. Я в первую очередь говорю, например, о батальоне «Айдар». Шахтерск, который в «Торнадо» потом превратился. «Шахтер», совершенно верно. «Торнадо» — это известное дело, по которому есть 9 осужденных. Такие же процессы, можно ли сказать, что начались и в волонтерском движении? Ну, во-первых, то, что это произойдет в добровольческом, я говорил еще и получал очень много критики еще даже в июне 2014 года. Я говорил, что тут что-то будет не так. Поэтому мы помогали абсолютно всем добробатам, но мы гораздо охотнее помогали все-таки регулярным подразделениям, которые имели понятный нам юридический статус. А в волонтерском движении там, ну, это очень интересно. Во-первых, как я всегда говорю, что никогда не было волонтерского движения, как какого-то движения. Движение — это что-то, это количество людей, которых что-то объединяет, как бы, да, которые к какой-то одной цели идут. Волонтерство — это такое броуновское движение, как вот Майдан, это было 100 тысяч отдельно стоящих пикетчиков, да, то точно так же волонтерское движение — это была куча людей, которые делают что-то похожее совершенно разными путями. Конкуренция была среди волонтерских организаций? Ну, среди где-то да, где-то была ревность к чужой славе, где-то было, скажем, обливание грязью друг друга, и вот это, в принципе, и погубило во многом очень многих волонтеров. На самом деле, мне сейчас иногда, даже вот, ну, в 2017 году, когда нас кто-то пытается там полить грязью, мы обычно даже не отвечаем и не влазим, потому что когда два волонтера начинают публично разбираться в чем-то между собой, обычно человек, дающий деньги, отписывается от обоих. 073 419 41 58, телефон нашей студии. Мы принимаем телефонные звонки. Можете задавать вопрос. Гость нашей студии сегодня Виталий Дейнега. Он может ответить на вопросы о происходящем в зоне АТО и своем отношении, в том числе о процессах, которые в настоящее время происходят на фронте, в том числе о контрабанде, в том числе, наверное, о Минских соглашениях и о волонтерском движении. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. А мы, Виталий, продолжим. Вы вот лично когда были в последний раз на фронте? Давно, где-то пару месяцев назад. У меня сейчас очень большой объем работы на самом деле в фонде, и нам надо было заместить 3 вакансии, и сейчас еще одного человека мы ищем. То есть у нас происходит определенное структурное изменение. Конечно, ну у нас, подождите, у нас прямо сейчас в АТО минимум 3 человека. Это вот прямо сию секунду. Чем они занимаются? Те, которые сейчас, это условно назовем их журналисты. Это люди, которые как волонтеры готовы писать бесплатно там тексты о войне, которые потом принесут деньги. Мы их отправляем туда, где наша помощь уже оказана, они про это пишут, как бы, и таким образом мы фандрейзим дальше. Кроме этого, у нас работает 5 инструкторов, 3 по саперному делу, 1 по артиллерии и 1 по снайпингу. Они тоже периодически, ну, как бы практически постоянно. Я хотела бы задать, наверное, свой вопрос. То есть, вот в настоящее время, да, фонд «Повернись живым», сколько людей в нем работает? Или, вот, знаешь, просто у многих отношение к волонтерству, условно говоря, что есть люди, которые там, вот, там, группа людей. Ну, да, во-первых, там где-то у кого-то такое, люди там собирают деньги, да, вот, и все. Вот на этом, как бы, благотворительная организация этим и живет, условно говоря. Так ли это, да, если в начале войны действительно нужно было закрывать операционные потребности, да, какие-то очень важные вещи, то сейчас, когда, в принципе, как говорит наш президент, очень многие потребности закрыты, чем занимаются волонтеры? Мы пока менеджерим то огромное количество тепловизоров, которые мы дали на фронт. На данный момент это больше 800, из которых больше половины до сих пор живы и работают. Потому что некоторым по 2-3 года это охотничьи тепловизоры, они достаточно, как бы, ну, они там за пару лет они приходят уже, ну, в серьезное такое, скажем, грустное состояние. Мы их возобновляем, чиним, забираем у одних бригад, отдаем другим, покупаем новое вместо сгоревших, украденных там и поломанных, как бы, и вот это вот постоянная, как бы, история. И на самом деле, вот не знаю, я вот честное слово, всем, кто говорит, что там волонтерство не надо, если мы закроем там, условно говоря, сегодня фонд, то каждая следующая бригада, заходящая в АТО, она просто будет захлебываться кровью, к сожалению. Просто потому, что потребность в ночном и тепловизионном видении, она присутствует до сих пор очень большая. И мы пытаемся вот этим, казалось бы, большим количеством там
около там условно 500 живых тепловизоров, вот так вот перекрывать, тасуя их между подразделениями, потому что их мало, 500 это мало. Как бы, и таким образом пытаемся как-то эту дыру закрывать, постоянно возобновляя те, которые поломались, там, вышли из строя и так далее. И пока что не видно, мы будем сейчас заниматься адвокацией того, чтобы МО и ГШ наконец-то закрыли этот вопрос сами. Но у них гораздо менее эффективная логистика. Им для того, чтобы добиться того результата, который мы достигаем 500 тепловизорами, им надо будет купить порядка там 3-4 тысяч. Вот, закрываются ли в настоящее время, вот как ты чувствуешь, да, и со стороны людей, которые в настоящее время, как ты говоришь, от фонда находятся в зоне АТО и лично, закрываются ли потребности армии и насколько? На все 100%, на 80%, на 90%? Это такой немного вопрос, как бы, ну, абстрактные, как бы, потому что мы надо определить критерии, то есть по каким критериям мы определяем, что армия обеспечена на 100%. Да, то есть по моим личным субъективным оценкам, как это должно быть. Ну, условно говоря, если сравнивать ситуацию там лета 2014 года... Рост очень большой. То есть, если мы говорим, сравним армию сегодня с армией, которая была в 2014 году, рост невероятный. У нас появилось там порядка 8 где-то новых бригад. Бригад это там это здоровый организм. Его надо наполнить техникой, людьми, офицерским составом. Это колоссальная работа провести слаживание. Она проведена где-то плохо, но она проведена, они есть. То есть мы готовы, на самом деле, в случае большой войны, у нас те бригады, даже где большой некомплект по людям, они тут же наполнятся во время всеобщей мобилизации. Поверьте, мы гораздо сильнее сейчас, чем в 2014 несравнимо. Но мы ставим второй вопрос, достаточно ли эта армия для того, чтобы попробовать освободить Донбасс военным путем? Так вот, она где-то посередине. Она посередине между 2014 и годом и тем, что надо для того, чтобы мы могли дерзнуть и пойти вперед. Мы уже в военном плане сильнее от того, что стоит сейчас в Ордло. Но для того, чтобы выйти в течение, единственный способ военным путем освободить Донбасс, а только если враг будет понимать, что мы это можем сделать, они пойдут нам на большие уступки. Только так. Либо их очень сильно прижмет Запад, но это, понимаете, тогда мы становимся не объектом, не субъектом, а объектом. Так вот, для того, чтобы мы смогли быстро выйти, ну, то есть для того, чтобы мы смогли освободить Донбасс, нам надо буквально иметь готовность в течение где-то 4-5 дней выйти на границу с Россией, взяв Донецк и Луганск в кольцо. Потому что освободить, зачистить так быстро такие большие города невозможно. И пока что у нас тотальная нехватка техники. Мне кажется, честно говоря, даже что в Генштабе пока даже не рассматривают такой вариант. Я воздержусь от комментариев здесь. Почему, кстати? Ну, потому что, наверное, в отличие Тебе вот, кстати, не кажется, что волонтеры, которые в начале войны действительно очень много сделали для армии, должны более резко, более чаще высказываться относительно там, действий Генштаба, главнокомандующего и иметь право на свою позицию? Нет, я как раз к тому, что я имею определенную информацию о том, что там происходит, и я не считаю, что там все настолько плохо. Нет, я не говорю, что плохо или хорошо, но мне кажется, что участие волонтеров может быть более активным во всей этой ситуации. Оно есть более активное, просто у нас позиция у нашего фонда, она не из области вот ходить по каналам, из каналов критиковать Полторака, Муженко там и всех. Мы, если надо, если они нас не слышат, мы это всегда можем сделать. Мы стараемся с ними говорить и находить какие-то возможности адвоцировать определенные вещи, где мы, например, согласны, или где какой-то один из игроков не согласен, но мы вместе с другими его додавливаем. Приведу пример, это военная юстиция, например. Да? То есть мы сейчас в интересах Генштаба пытаемся пролоббировать закон про военные суды. То есть разными там тихими путями, пока без шумихи в прессе. Не критикуя никого, просто все, что мы в прессе говорим, что военные суды это хорошо, это должно состояться. При этом идет достаточно большая адвокационная работа, скажем так, тихая, без лишнего шума. В конце 2014 года волонтерам и ВСУ доверяло огромное количество украинцев. Как бы ты сейчас оценил уровень доверия волонтерам после, ну, и скандалов, и какого-то разочарования в целом ко всем социальным институтам со стороны украинцев? Как бы количество, смотрите, мы упали на хвост одному социсследованию, и это, смогли за там практически бесплатно сделать на его хвосте свое. То есть мы добавили своих вопросов к чужому социсследованию и получили определенный срез. И
там до сих пор процент людей, доверяющих волонтерам, он достаточно высок. То есть люди, которые говорят, мы доверяем волонтерам, да, в целом, да, сейчас мы берем без привязки там, к своему фонду. И вопрос только в том, что мне кажется, что многие из этих людей, если они волонтеров идеализировали там, в 2014 году, видели в них новых, ну, у нас народ это любит, у них любят мессий, да, мессий, или альтернативу там, нынешнему политическому. Да, и эти мессии у нас каждые полгода меняются, и народу это как бы, ну, то есть народ не умнеет от этого, да, то есть вот в какой-то момент мессиями потенциальными ему выглядели волонтеры, да, проводят отсюда сумасшедший там рейтинг там Семенченко в 2014 году на парламентских выборах, который сыграл не последнюю роль в успехе самопомощи. И... Ну, не только, скажем так. Не только, нет, там определенный ряд. Прекрасно помнишь, сколько добровольцев было в списках. Да, и но мне тем не менее, самопомощь как раз вот по количеству миссий в списке, она была одной из самых. Вот. Ну, кстати, волонтеров как-то в списке самопомощь строила себя не добавляли. Почему? Как ну, во-первых, предлагали, и в этом в Верховной Раде мог быть и я, как бы, и там же попала часть волонтеров. А почему отказался? Да я следующий уже отказался, как бы, потому что мы аполитичны, это принципиальная позиция, как бы, и у нас есть определенные ценности и принципы, которые мы не размениваем там просто в угоду какой-то там сиюминутной выгоде. Хорошо, смотри, если говорить о волонтерском движении, были несколько волонтеров, которые приняли приглашение, да, на разные госпосады. На разные госдолжности, совершенно верно. К примеру, вот Бирюков, да, стал советником президента, да. Георгий Тука заместителем министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам. Как бы ты оценил эффективность твоих бывших коллег в качестве советника президента и в качестве заместителя министра? Здесь воздержусь от комментариев, потому что я стараюсь про других волонтеров говорить или хорошо, или никак. Просто. Но они уже не волонтеры, они уже чиновники. И мне кажется, ты как человек, который занимаешься волонтерством и в том числе комментируешь тему АТО, и тему обеспечения армии, и тему оккупированных территорий, имеешь право на свое мнение. Точно так же я имею право оставить его при себе. Хорошо. Коррупция волонтера. Ну, я скажу насколько? так, Да. я скажу in general, да, то есть в принципе. Я разочарован, то есть я не вижу, и я это говорил многим в 2014 году, кто пошел тогда в политику, что ну, там не дадут, во-первых, раскрыться, во-вторых, как бы на самом деле 2014 год и 2015, когда многие пошли на эти должности, он показал тех, кто в принципе в какой-то момент почувствовал себя в политические амбиции, ну, знаете, и всплыл. То есть, как бы, да, там те, кто шел от сердца и у кого цели, кто помнил вообще, зачем он это начинал, будучи там условно никем, не имея имени, те остались на своих местах. Как бы. Тут просто кто-то не прошел проверку славой, кто-то деньгами, кто-то властью. Я считаю, то есть я не вижу, я не могу сказать, что я знаю кого-то, ну, кроме очень отдельных людей, кто бы пошел во власть, был там эффективен, принес пользу. Большинство себя в основном дискредитировали, потеряли имя, репутацию. Кто-то по тому, что у нас народ, он на любого мессию вешает слишком большую ответственность и потом слишком сильно разочаровывается, но в большинстве случаев просто из-за личностных качеств этих людей. Личностных качеств каких? Порядочности. Часто это просто порядочность. Ну, реально, мне сложно сейчас назвать волонтера бывшего, который пошел во власть, и вот, наверное, есть там. Ну, все равно, как бы, было несколько хороших людей, которые были в волонтерском десанте в Минобороны, реально несколько, не говорю про всех, которые, они просто оттуда в итоге ушли. Кто-то со скандалом, кто-то без. Но вы эти темы обсуждаете своей? Есть ли какое-то сообщество волонтеров, которые каким-то образом формируют, не знаю, повестку дня, представляют их? Почему? Я же в самом начале сказал, что нету никакого сообщества волонтеров или волонтерского движения. Вот почему? Что мешает люди. объединиться, что мешает отстаивать свои интересы вместе, если вы действительно таким образом можете быть эффективным? То есть либо один фонд «Повернись живым» будет лоббировать тему, например, военных судов, либо волонтерское движение, в которое входят 5 или 6 организаций. Да, но вот именно под лоббирование какой-то отдельной темы мы с удовольствием объединяемся, как это было за лоббирование отставки руководства флота и принятие правильной концепции развития сил специальных операций. Это я помню, да. Да, то есть вот под такие какие-то большие движи мы можем объединяться. У нас было этим летом в конце июня
часть других волонтеров, они пришли к нам, и они очень хотели лоббировать отставку Ревы или, по крайней мере, очень сильно дать ему по шапке за там многие коррупционные вещи, которые происходят в Минсоце. Расскажи, пожалуйста, о каких коррупционных вещах идет речь? Ну, потому что это, знаешь, это такое очень смелое обвинение со стороны Без проблем. Это, ну, во-первых, эта тема была как бы, ну, не моя, то есть я ее не... Ну, она мне не была так интересна. Точно так же, как мне не так был интересен ФОТ, я тогда Роме Синицыну предлагал топить Авакова. И мне казалось, что тогда... А что значит топить Авакова? Ну, это значит просто добиваться нормального завершения реформы полиции. Тогда уже началась история с тем, что с левыми комиссиями... это как бы совсем не ваша тема, мне кажется, реформа полиции. Рома Синицын тогда и Паша Кощук, они были входили в комиссии, они очень активно освещали и то, как эта реформа, грубо говоря... ваш фонд какое отношение к этому имел? Мы, как знаете, вот все, что касается силовых структур, как бы тут мы всегда можем как-то вмешаться. Хватает ли экспертизы для того, чтобы, например, заниматься реформой полиции людям, которые занимаются волонтерским движением или занимаются зачем нужна экспертиза, если есть конкретная схема о том, как, условно говоря, первые лица МВД протягивают старых ментов в новую полицию? Если наша задача закрыть эту схему, если эта схема не закрывается, требовать отставки министра, в чем проблема? Я не вижу проблем. Вопрос в чем? Конечно, не проблема уволить старых ментов, но где найти новых профессиональных действительно людей, которые могли бы занимать руководствующие должности, руководящие должности в министерстве? Вот это ключевой вопрос. Мы говорили именно о реформе патрульной полиции и КОРДа и всего остального. То есть я не говорю сейчас о реформе министерства, я действительно тут не являюсь компетентным, чтобы вот так прямо сейчас взять и в студии нарисовать решение. Это будет некорректно. Вот. Что касается объединения по поводу Ревы, то там достаточно, скажем, то, с чем пришли, то, почему у нас были к нему претензии, это в первую очередь по гуманитарке. По тому, как работает комиссия, которая определяет, какой груз становится гуманитаркой, то, как они не пропускают там часто машины для АТО, при этом пропускают очень-очень сомнительные, там, грубо говоря, грузы. Да? Там из области там была какая-то история про там, несколько тысяч звоночков для ресторанов, например. Каким-то образом были приняты как гуманитарная помощь. Но, у других волонтеров там было на него много информации, они пришли, говорят, давайте соберемся и сделаем. Но у вас были факты именно коррупционных, то, что, условно говоря, сотрудники министерства брали деньги за то, чтобы оформлять те грузы или иные грузы гуманитарными? Смотрите, или как это представляло? В том числе, да. Смотрите, суть была в чем. То есть другие люди приходят к нам и говорят, давайте все вместе сделаем. Да, мы говорим, не вопрос, если вы созрели там что-то делать, давайте мы это проанализируем, сделаем. Значит, мы делим обязанности. Ты, например, собираешь эту информацию, то эту, ты пишешь такой текст, ты такой, ты там собираешь такую информацию. Там вторник, пятница, там суббота, завтра. Да, там. И в итоге большая часть этих людей, они не делают то, что обещали. Мы тогда говорим, ребят, тогда мы этим не будем заниматься. То есть, если вы не готовы сделать свою часть, то, извините, мы не будем выделять свои ресурсы человеческие, которые у нас очень-очень ограничены. Потому что фонд «Повернись живым», громкое название, там 122 миллиона, это реально 10 людей, работающих на зарплаты ниже рыночных, которые, простите, но они реально зашиваются. И человек 50 волонтеров, которые делают что-то иногда. То есть у нас бюджет, не знаю, там всего вместе с арендой офиса, со всеми зарплатами, совсем порядка там 130 тысяч в месяц. Это зарплата такого неплохого киевского программиста, на самом деле. И то есть это кажется, что мы какая-то моща, мы на самом деле такие там 10, условно говоря, там спартанцев, которые из которых большая часть это девочки, которые тоже я не знаю, на их плечи падает какая-то совсем такая мужская работа, часто. Хорошо, будущее волонтерства. Потому что я, общаясь с людьми, часто слышу, что, в принципе, волонтерство в перспективе, волонтерство именно военное, да, обеспечение армии, но в перспективе ближайших лет 2 может, в принципе, умереть. Сколько осталось действующих волонтерских фондов, которые на постоянной основе в настоящее время помогают армии? За себя говорить не буду. Народный проект, армия СОС, Народный тыл и еще несколько региональных организаций как минимум. Падают ли поступления со стороны? Вот, и они, кстати, первый раз, самое интересное, в 2015 году они упали, нашего фонда до где-то 500 000 в неделю и держались на таком уровне 2 года. И вот в
августе-сентябре этого года они начали резко падать и упали там где-то до 300 тысяч, а иногда даже ниже. 300 тысяч в месяц. В неделю. В неделю. 300 тысяч гривен в неделю вы собираете. С учетом того, что один тепловизор это 70, это как бы, ну, это очень мало. То есть, если они просядут еще сильнее, мы в какой-то момент просто потеряем возможность перекрывать. То есть, выйдет пехотная бригада, и мы скажем, ребята, как бы, ну на самом деле уже происходит. Означает ли это то, что общество устало от войны, устало в том числе помогать, или это в целом означает о том, что экономическая ситуация в стране стала хуже, и поэтому люди меньше жертвуют на армию? Насчет вот экономической ситуации это неправда, потому что если вы посмотрите продажи автомобилей, например, в этом году, то они тут бьют рекорды сейчас, начиная с 2014 или даже с 2012 года, я не помню с какого. Ну, я не могу согласиться, потому что, к сожалению, да, ситуация, по моей информации. Ситуация оставляет желать лучшего. Но по моей информации, в этом году реально бум по продаже автомобилей. Реально бум. Потому что появились там более-менее доступные кредиты. Это ни о чем не говорит в масштабах страны, конечно. В масштабах страны все это говорит о том, что как бы волонтеры никогда не собирали каких-то космических денег. 122 миллиона, как бы мы одна из самых крупных организаций. Есть еще пара, которые там, одна или две, которые зашли за рубеж 100 миллионов. В рамках страны это реально небольшая сумма денег, совсем небольшая. И мы делали, во-первых, вот я же говорю, это социология показала первое. Большинство наших доноров это люди, которые уровень заработка ниже 6 тысяч гривен в месяц. Большинство. Второе, как бы это то, что огромное количество людей доверяет, и огромное при определенных обстоятельствах готовы это возобновить. Количество людей, регулярно помогающих армии 2014 года, упало примерно в 3 раза, согласно социологии. Почему? Ты можешь объяснить? Если Конечно, это не экономическая ситуация, это не экономика. то что? Все, это абсолютно не экономика. Это вот то, что вы называете устали от войны. Вот, знаете, от войны больше всего устали те, кто там не был никогда. Вот это честно правда, скажу. Кстати, да. И это то, что война в какой-то момент перестала быть инфоповодом. И это не потому, что это не упрек в сторону СМИ. Просто так устроен человеческий мозг. Но когда ему каждый день рассказывают негативные новости или новости о погибших, я просто смотрю даже о статистике новостей на «Украинской правде», ежедневная статистика из зоны АТО. Если ее вначале читали там 50 тысяч человек, то сейчас ее читает 480 человек. Да. Потому что люди видят просто заголовок, да, что в зоне АТО погиб один военный, они уже даже не заходят. Это как прогноз погоды. Да. Это даже не как футбольный матч, результат футбольного матча интереснее. Просто люди уже, они не то что устали, я вот правильное слово, война им надоела. Они ей наигрались. Виталий, мы продолжим. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире телеканала АТР. Представьтесь, пожалуйста, и озвучьте свой вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Иванович. Полтавская область, город Пирятин. Мне хотелось бы задать вашему гостю такой вопрос. Как бы он прокомментировал одного из наших политиков, ну, в частности, это Червоненко, который, выступая сейчас на одном из каналов, сказал, что нам нужен мир любой ценой, нам нужно сшивать страну. Но я считаю, что это не совсем правильно, но тем не менее хотелось бы услышать мнение вашего уважаемого гостя, и слава Украине. Спасибо огромное, Владимир Иванович. Виталий, Героям тебе слово. слава. По поводу Червоненко, тут, по-моему, все понятно. Он свою достаточно, извините, на слой ватную позицию озвучил уже давно. И как бы и его, и главное хозяин этого канала, о котором вы говорите, его очень несложно угадать, как бы, который назвал войну войнушкой, и что самое выгодное сейчас это быть военным или волонтером в плане заработка денег. То есть, это как бы, я не знаю, мне очень жаль, что у нас есть во время войны люди, которые себе позволяют вообще открывать рот в таком тоне. Простите за немного такой грубый язык. И как бы, для меня это недопустимо. Вот. То, что страну надо сшивать, это правда. То, что войну надо заканчивать любой ценой, это нет. И когда я говорю про сшивание страны, я говорю про толерантность к региональному, языковому вопросу и ко всем остальным, по которым национальному, по которым нас пытаются разделять. Потому что когда речь идет, например, о хакерской атаке РФ с целью изменить выборы в США, очень мало людей понимают, что это было. На самом-то деле они просто разгоняли определенные, скажем, месседжи, связанные с ненавистью внутри страны, которые были выгодны администрации Трампа. Все, они не топили за Трампа, они не раскручивали рекламу Трамп наш. Нет, они просто нагревали атмосферу ненависти. Они очень хорошо научились на ненависти делить страну. В этом плане нам ее нужно сшивать. Нам надо научиться любить русскоязычных, украиноязычных,
татароязычных, и объединяться вокруг каких-то принципов и ценностей. Но, к сожалению, последние принятые решения, нельзя сказать, что они могут сшивать страну, но тем не менее. Давайте продолжим тему волонтерского движения и пожертвований. Да, вы начали объяснять, что от войны, в принципе, устали те люди, которые, наверное, никогда не интересовались этим вопросом или никогда не были в зоне АТО. Каким образом все-таки достучаться до людей, как вернуть, если не интерес, но какое-то сочувствие, соучастие? Креативом. Это то, за счет чего мы выживаем там 3-й год подряд. И то, что, некоторые волонтеры, знаете, они пытаются собрать денег на медийности, которые они получают через скандал, через... Кто? Виталий, я же если говорю, вы про говорите... волонтеров или плохо, или никак, или хорошо, или никак, простите. Как бы через скандал, через выдавание военной тайны, через вот какие-то подобные вещи. То есть мы стараемся брать креативом. У нас, например, сейчас в этом году выйдет достаточно дерзкий, я бы сказал, календарь. Он будет очень противоречивым в плане, что он всем или очень не понравится, или очень понравится. Потому что это будет уже арт-объект, как бы, да, то есть и уже эти работы, которые войдут в этот календарь, их уже ждут в Париже, Брюсселе, и, скорее всего, будет выставка в Киеве. Как бы, да, то есть это, скажем, о войне. Можешь приоткрыть хоть тайну, хоть немного Да, мы взяли рассказать? Я просто для зрителей объясню, что фонд «Поверни живым», по-моему, каждый год выпускает этот календарь с военными, если я не ошибаюсь, разных подразделений. В 2014 году это были киборги Донецкого аэропорта, мы их сфотографировали, не мы, точнее, Роман Николаев их сфотографировал прямо в Песках, то есть там очень глаза, конечно, были живые. Следующий год это были киборги год спустя, потому что многие люди волновались по календарю, никто ли там не погиб, мы показали, смотрите, никто не погиб, все живы, кто-то даже немного щеки отъел. А потом это были успешные ветераны, как бы, но тема портретов, она немного приелась. В этом году это будут сюрреалистические фото, сделанные такими фотографами. Все, что я могу сказать. Но это реально очень крутые арт-объекты с точки зрения современного искусства. Уверен, поймут не все, но приходится брать креативом, приходится брать качеством материала, качеством репортажа, качеством фотографии, качеством текста. Виталий, вы уже начали тут поднимать вопрос о выдаче военной тайны. Скажем так, пресс-центр АТО ограничил доступ журналистов в зону АТО тем, что перед этим журналистам нужно пройти специальные курсы. Только после этого они могут поехать в зону АТО. Были скандалы с нашими коллегами. Были погибшие из-за репортажей наших журналистов. Да. По поводу волонтеров. Не так давно был скандал. Волонтера Юрия Мосягина обвинили в срыве масштабной наступательной операции Вооруженных сил Украины. Мосягин долгое время ездил на позиции, обеспечивал. И как раз 25 ноября 54-я бригада ВСУ говорила о том, что украинская армия планировала провести масштабную наступательную операцию. И якобы из-за Юрия Мосягина, к сожалению, наступление провалилось. Оно не провалилось, оно просто не произошло. Не допройзошло. Да, хорошо. Но на самом деле это провал военной операции. Это называется провал, так. Это, знаете, как наступление может в любой момент перейти в любую другую форму боя, включая бегство. Не об этом речь сейчас, да. То есть мы сейчас как бы спорим о понятиях, но вот твое мнение, стоит ли вводить правила для волонтеров, которые ездят на фронт в таком случае? Конечно. Какими они должны быть? И как ты относишься вот к этой истории конкретно с Юрием Мосягиным? Юрия Мосягина не хочу комментировать по той же причине, по которой не комментировал Бирюкова и Туку. То, что могу сказать, в начале 2015 года мы специально делали курсы для журналистов разных каналов и для всех желающих, включая волонтеров, о том, как можно фотографировать, что можно писать, как снимать видео, не выдавая, скажем, наших позиций. Скажем так, среди своих коллег видишь, условно говоря, такие примеры, кроме Мосягина, которые нарушают эти правила? Есть несколько персонажей, особенно успешных в этом, которые это делают периодически, и им ума вообще не добавляется ни разу. Это бьет по репутации всего волонтерского движения. Но если это бьет по репутации всего волонтерского движения, то стоит, наверное, же принимать меры не только фондом, но обсудить, собраться волонтерским движением, выработать какие-то правила. Слушайте, для того, если чтобы мы сейчас пойдем и набьем Мосягину лицо, например, от этого Нет, я не предлагаю
предлагаю, это не тот способ решения конфликта, но можно же выработать действительно какие-то правила и сказать, что вот волонтерские движения с там, 1 февраля 2018 года действуют вот такие Так вот нету правила. движения. Ну И хорошо. правил нету. Волонтерские организации будут руководствоваться Какие? этим правилом. Почему, например, фонд «Повернись живым» не может стать драйвером этих изменений? Потому что мы не являемся каким-то лидером движения, мы делаем свое дело и все, как бы, ну и в том-то и дело. Мы не Но пытаемся это тебе не кажется, возглавить Виталий, что движение. это какой-то такой принцип «моя хата с краю», вот мы просто там Это собираем... не хата с края, абсолютно. Как бы это, скажем, это как раз вот обратный принцип. У нас почему-то каждый человек, который достиг какого-то успеха, тут же пытается где-то стать выше других, как-то их возглавить, куда-то повести. Как бы у нас, я же говорю, это 10 человек. И у нас очень большая задача. Реально, как бы, если мы сейчас увлечемся какой-то... Но большая задача заключается не в том же, чтобы закрывать потребности здесь и сейчас, но и в том, чтобы не случались, потому что по вине этих волонтеров, которые ездят на фронт и раскрывают позиции, погибают также люди. Слушай, ну, извините. Или это вредит военным? Севгель, ну подождите. Ну, есть огромное количество проблем в стране, огромное. Ну, не может 10 человек, вот реально, Нет, мы я не президент Украины. Я просто правда. спрашиваю, да? Это как не бы, хата, я вот без... честное слово, это не хата с краю. Но если мы сейчас начнем, это наша принципиальная позиция, не влазить в передряги с другими. И честно, как бы невозможно, но реально, вот человеку, который это делает не первый раз, ему уже сами военные там чуть ли не, там, не бьют лицо, и он все равно до него не доходит, а от разговора с нами ничего не поменяется. Вот правда. Он только скажет, что мы там какие-то неправильные дураки на него наехали, поднимет скандал. Не хочу даже связываться, вот правда. Вот просто не хочу. У меня количество, извините, видео, которых нельзя публиковать, которые никогда там не выйдут в эфир или выйдут через год. Или там видео, фото, тексты. Про эту информацию, о которой там он написал, мы знали за 2 дня до этого. И написали только, когда про это напечатал там штаб АТО. Понимаете, как бы, то есть, ну, есть определенные принципы, как бы, но я не могу их навязать всем, тем более, что это, ну, нету такого там движения волонтерского, никто ничего не подписывает, там, журналисты, вот тоже мы говорим сейчас, все, мы говорим о волонтерах, а если мы развернем это в сторону журналистов? Кстати, эта тема обсуждается. Из-за нескольких, ну... Эта тема обсуждается и очень активно обсуждалась и в среде волонтеров, и в среде ВСУ, и в среде военной элиты страны. Те каналы, из-за которых были самые большие проблемы у военных в плане обстрелов, в плане того, что они выдавали позиции, туда потом прилетало. Когда мы предложили, говорим, ребята, давайте мы вам проведем экспресс-курс даже на территории вашего канала. Мы таким образом хотим помочь армии. Они сказали, да нет, у нас здесь журналисты очень опытные, они все сами знают. Ну вот как бы все. Почему у нас волонтеры должны быть умнее журналистов? У нас все как бы хороши на самом деле. Это безусловно. Я бы с тобой еще о чем хотела поговорить. Затронули тему проблематики фронта, да, это то, что могут сдавать военные позиции. В том числе я знаю, что буквально вчера были представлены результаты исследования Transparency International о нелегальной торговле в зоне АТО. Да. Это тоже та история, в которой вначале принимали участие волонтеры в том виде, что они пытались... Нет, они пытались... Не цепляйте слова, пожалуйста. Они участвовали в мобильных группах, которые боролись с контрабандой в зоне АТО. Закончилось это тем, что эти мобильные группы были расформированы. Из них сначала выгнали волонтеров, да, после убийства, в том числе Эндрю. Убийство Эндрю, которое произошло в 2015 году, так и не раскрыто, результатов нет. В этом году случилась блокада, которая и послужила, в принципе, причиной интереса международной организации к этой теме и твоей личной инициативы. Да. Расскажи, пожалуйста, об этом исследовании. Я знаю, что в результате этого исследования были обнародованы 5 путей, да, каким образом товары попадают на оккупированную территорию. То есть, несмотря на блокаду, несмотря на решение СНБО, нелегальная торговля продолжается с оккупированными территориями. Из 5 способов 4 работают. Какие масштабы и чем это грозит? Сложно оценивать очень масштабы, потому что для этого надо понимать, сколько наших товаров там по факту продано. Поскольку мы не имеем доступа, там, я не знаю, к там, налоговой отчетности, там, условно говоря, ДНР, это же не налоговая, это даже не ДНР, а ЛНР, оккупированной сети АТБ, например. Они там действуют как супермаркет народный. Вот. То сложно следить. Во-первых, само это
где-то иллюзия, что если мы, например, разрешим туда продавать наши товары, там прям будут забиты полки. Действительно, в 2014-2015 году люди там скучали по нашим товарам, и очень большой был на них спрос, поэтому шел такой поток. Сейчас уже само руководство этих псевдореспублик, оно старается закрывать и не пускать украинские товары на рынок, и закупать товары из России и Беларуси, пусть они дороже и ниже качеством, и людям они нравятся меньше. Поэтому оценить масштабы сложно, но в любом случае 2000, простите, ртов, 2000 людей, которым нужно одеваться, обуваться, есть, пить, там, развлекаться, они, и у которых есть деньги, пусть их и меньше, пусть там уровень заработка там, на 30% ниже, чем у нас, но тем не менее это фактор. Что касается того, чем нам угрожает, в первую очередь это угрожает, вот хорошо вчера Георгий Тука сказал, он сказал, что есть такое понятие еще в чеченских войн России, размягчение передка. Коррумпирование военных противника с целью дальшего использования вот этого фактора. Да? То есть сначала это начинается с того, что противники начинают вместе договариваться, чтобы заработать, а потом они начинают договариваться о чем-то другом. Там происходит вербовка, и так происходят очень многие плохие вещи. Ну, в истории российско-чеченских войн этого очень много. Могут ли в том числе происходить эти обстрелы? Они происходили. Во время которых происходит это нелегальная торговля? Конечно. То есть фиктивные бои это было, и это фиксировалось, я не помню, это, по-моему, даже в отчете в этом есть. Это было, это то, что я могу подтвердить как волонтер. Что если надо, чтобы колонна прошла и надо отогнать мобильную группу, ОБСЕ, кого угодно, по договорнику начинается бой, просто мины летят, там, например, вот они летят куда угодно, но не по этой дороге, и машины едут, им немного страшно, но там оно где-то вспышки в километр вправо, километр влево, но они едут. Есть такое, да, конечно. Но это большая проблема, когда начинается... Не так страшно даже, когда наши военные воруют там солярку, еще что-то. Все понимают, что коррупция в каком-то виде присутствует. Безусловно. Но когда это начинается совместная коллаборация... Вот по поводу коллаборации. Вы говорили, что ваши сотрудники вашего фонда в настоящее время находятся в зоне АТО. Я также знаю, что один из сотрудников вашего фонда или волонтер входил в мобильную группу, которая занималась в том числе исследованием этого вопроса. Насколько это популярно среди украинских военных сотрудничать с, скажем так, боевиками в вопросе нелегальной торговли? И каким ты видишь выход из этой ситуации? Потому что пока что у нас эта тема, условно говоря, табу. Нет ни одного там приговора который касается этой темы. Но, скажем так... Комбат 28 из одного из батальонов 28-й бригады 8,5 лет, но там криминальная статья немного другая, но в том числе и за контрабас. Но другая криминальная статья. Достаточно ли жесткое наказание в настоящее время за нелегальную торговлю, абсолютно. И что нужно делать? Нужно криминализировать эти статьи, потому что они на данный момент административные и несут штрафы. Причем штрафы, насколько я понимаю, смешные. Не очень большие. Там из области максимум 3000 гривен, по-моему, что-то такое. Там самое страшное, чего он боится, это конфискация этого товара, даже временная, потому что товар испортится просто. И то, что от него отнимут какое-то время в судах, который он по итогу выиграет, потому что почти все контрабандисты, кого останавливали мобильные группы, по итогу суды выиграли. Да, нету законодательной базы. Практически все. Те, кто проиграли, получили или штраф, или вообще не знаю, строгий выговор. Вы лично, Виталий, как основатель фонда «Повернись живым», выступаете за полную блокаду, полное прекращение товарооборота, торговли с оккупированными территориями, или допускаете какую-то возможность либерализации этого вопроса? Смотрите, я не сильно люблю лазить в политические вопросы, просто потому что они только любую какую позицию не займи, получишь кучу критики, поэтому я всегда избегаю. Здесь я могу сказать следующее. У нас есть решение президента и правительства о блокировке. Значит, нужно ее достигать. И в рекомендациях к этому отчету есть конкретно, как добиться так, чтобы блокада работала. По крайней мере, работала лучше. Мы прекрасно понимаем, что любой запрет порождает сразу же коррупцию. Как в Советском Союзе пытались бороться с алкоголем, не вопрос. У каждого таксиста этот алкоголь был в багажнике. В багажнике в определенной ячейке на вокзале. Таксиста. Это в свое время условно. В Нью-Йорке, например, когда тоже ввели запрет на алкоголь, так родился знаменитый коктейль Long Island Iced Tea, совершенно верно. То есть, на самом деле, любой запрет, он порождает. Да. Поэтому, безусловно, скажем, определенное разрешение, оно бы могло помочь. Но принимать такое разрешение или нет, это вопрос к правительству. Если такое разрешение будет принято, оно однозначно, это прописано в рекомендациях к нашему отчету, что если оно будет принято, оно должно действовать по схеме Северной Кореи.
Объясни, пожалуйста, что значит вопрос. схема Северной Кореи. Не вопрос. Никто еще Есть. пока не сравнивал Это ДНР, значит ЛНР с Северной Кореей. Да, это интересно. По-моему, их давно уже сравнивают, и они успешно идут к этому. Единственное, что у них нет ядерного оружия, слава богу. Значит, это, как происходят экономические отношения Северной Кореи у цивилизованного мира. Им не продают технологию, железную руду, ничего практически, из чего даже не то, что можно выстрелить, а из чего можно сделать что-то, что выстрелит или там даст какой-то технологический прогресс. Им продают медикаменты, одежду, еду и все. А у них не покупают ничего в принципе. Я считаю, что на самом деле не такая плохая идея, чтобы Украина зарабатывала на этих территориях. С одной стороны. С другой стороны, я прекрасно понимаю такой момент, что многие мои друзья, и включая меня, они зарабатывали достаточно большие деньги именно на рынках России, Казахстана, Беларуси. И многие люди принципиально теряют очень большие деньги и не берут оттуда проекты просто на принципе. И я думаю, что с точки зрения какой-то морально-этической, с точки зрения, что да, мы можем на них зарабатывать, можем получить определенные налоги в бюджет, с одной стороны. С другой стороны, делать, не знаю, колбасу для тех, кто в тебя стреляет, в этом что-то есть плохо пахнущее. Поэтому вопрос, либерализировать или нет, пусть решает Скажи, президент. пожалуйста, в этом отчете как-то пытались аналитики, авторы этого отчета исследовать, каким образом оккупированные территории завозят свои товары, свой уголь в Украину? Либо эта статистика в принципе недоступна, этой информации нет? Из того, скажем, сейчас даже оторвемся от этого отчета, неплохая была публикация на одной из топовых интернет-СМИ о том, что количество угля, экспортированного из ДНР и ЛНР в Россию, практически совпадает с количеством угля, которое из России заехало в Украину. Да. То есть, в принципе, тот же антрацит, с которым так сильно боролся господин Семенченко, он просто поехал другим путем. Но при всей моей огромной нелюбви к этому персонажу, хочу сказать одно. Они добились все-таки того, что премьер и компания вроде бы начинают уже реально переводить тест на газовый уголь. И если это произойдет, я считаю, это будет большой победой. 073-419-41-58, телефон студии нашей. И у вас есть еще 10 минут для того, чтобы задать вопрос Виталию Дейнеги, гостю нашей студии, основателю фонда «Вернись живым». Мы сегодня говорим о волонтерском движении, о проблемах волонтерского движения, о том, что происходит в зоне АТО с контрабандой, с нелегальной торговлей, потому что контрабанда это неправильно называть. Виталий, вопрос, который касается альтернативы Минских соглашений, это вечная тема, которая будет вечной. Буквально вчера, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что они не работают и нужно придумать какую-то альтернативу. По моей информации, какая-то альтернатива Минским соглашениям рассматривалась и в какой-то рабочей группе администрации президента. Твое мнение? Украине, которая пытается решить этот вопрос, стоит двигаться также по пути Минских соглашений, либо, поскольку они не работают, это тоже твоя оценка, нужно пытаться придумать какую-то альтернативу, и какой эта альтернатива может быть? Поскольку, опять же, не небольшой любитель политики, скажу сразу, то есть это моя очень субъективная оценка как гражданина Украины, не как главы фонда, просто как человека, который наблюдает за этим всем. Первое. На момент подписания первого-второго Минска были ли мы сильными? Ответ – нет. Нет. Мы Иловайск, первый Минск, Дебальцево, второй Минск. Естественно, поскольку мы были слабее и гораздо слабее, чем сейчас, и в военном положении мы это реально, если Дебальцево еще куда ни шло, Иловайск это был такой момент, когда мы могли сломаться. У нас заканчивался уже личный состав, у нас были на исходе силы, а подмога, которая была в учебках, еще была не готова, третья волна мобилизации, то нам Минск этот был объективно нужен. А Минск не имеет никакой юридической силы. Он подписан Кучмой и компанией, и какими-то непонятными сепаратистами с той стороны. Один из которых уже даже не глава ЛНР. Но это единственный документ имеет большую политическую силу, поскольку на него ссылаются как господа Макрон, Меркель и компания, так и Курт Уокер. Совершенно верно. Виталий, давай послушаем вопрос нашего телезрителя, поскольку времени осталось немного. Добрый вечер, вы в эфире. Задавайте свой вопрос и представьтесь, пожалуйста. Я задаю вопрос. Смотрите, не отключен. Вопрос такой. В самом начале события, скажем так, горячая линия, которая, как говорится, по принципу по зернышку плюет птичка.
каждый человек, который мог пользоваться телефоном, а сейчас все им пользуются, ну, скажем так, без особых для себя моментов, мог эти 5 гривен скинуть, скажем так, на горячую линию. Горячую линию, которая помощь, скажем, шла прямая для армии. Вот почему это не восстановить, скажем, или не сделать альтернативно такой вариант? Ну, большинству, может, кому-то и тяжело, но каждый человек, скажем так, не позволяет раз, 2 раза, 3 раза в день скинуть эту сумму. В целом, в общем-то, это берет прилично. Спасибо за ваш вопрос. Виталий, тебе слово. Ну, я очень коротко отвечу. Наш фонд с конца 14-го, начала 2015 года принимает участие в том, в лоббировании законов про СМС-благотворительность, потому что на данный момент, если собирать деньги с путем СМС, то 70% из них заберут налоги. То есть мы там вместе с операторами, это очень долгая такая скучная и бюрократическая работа, но пытаемся все-таки продавить по итогу, чтобы была СМС-благотворительность. Чтобы если вы 5 гривен отправляете нам там в виде СМС-ки, чтобы в итоге на фонд падало 5 гривен. Мне совести, честно говоря, ну не хватит собирать по 5 гривен, зная, что из них там 3,5 уйдут просто в налоги. Да, но эти налоги в конечном счете тоже могут пойти на потребности армии, но это такой вопрос. Да. Давай закончим с Минским соглашением. У меня есть еще несколько вопросов, которые касаются... Я очень коротко финализирую. Мы были тогда слабыми, но эти соглашения имеют большую, скажем, силу политическую, потому что их там признали там, Макрон, Волкер и вот эти все ребята. В первую очередь это, наверное, некорректно перед европейскими партнерами, да, западными. Да, и сейчас нам бы очень было выгодно, если бы, например, допустим, ДНР и ЛНР слились, и мы бы сказали, ребят, как бы, ну, у нас там какой-то новый непонятный там субъект, и мы выходим, и вообще давайте все по-новому. Потому что мы сейчас намного сильнее, и новое, если будут какие-то, ну, условно, новый Минск, он будет на гораздо более выгодных нам условиях, как мне кажется, как там субъективному очень человеку, далекому там от политики. У меня такой вопрос. Можем смоделировать ситуацию, что, например, через какое-то время все-таки вопрос обеспечения армии, да, тепловизорами или чем-либо отойдет на второй план. Чем будет заниматься Виталий Дейнега, как основатель фонда «Вернись живым», и во что может трансформироваться фонд «Вернись живым», если потребность в обеспечении армии тепловизорами, чем угодно, уйдет на второй план и не будет актуальным? Ну, во-первых, это иллюзия, что у воюющей армии не будет потребностей, которые нужно закрыть. У американской армии они есть, у израильской армии они есть. Там где-то солдаты это покупают себе сами. А второе, как бы, я думаю, года через 2,5, честно говоря, или на год, или уйти, или навсегда, или на год. Из этой общественной деятельности просто уйти и жить нормальную жизнь, чувствуя, что выполнил свой долг перед Родиной. Поэтому, как бы, фонд однозначно я за то, чтобы он, знаете, вот как никто не помнит, кто основал армию спасения, но все знают, что она есть. Вот я хочу, чтобы «Повернись живым» это был такой долгоиграющий фонд. И если мы возьмем нашу там условно действующую на данный момент... Но вы готовы трансформироваться? Я имею в виду там какие-то новые виды деятельности, да. Либо это будет, например, информационные какие-то услуги, которые будут касаться, ну так, условно говоря, информационное агентство или что? Вот какой ты видишь перспективу? Значит, может, это будет политическая сила? Почему? Нет, ни в коем случае, нет, спасибо. Как бы мы... Но подожди, мы перед эфиром обсуждали эту возможность, и в том числе, что вы измеряли там симпатии сторонников разных политических сил. Мы изменяли для того, чтобы мы не оскорбляли там их чувств, условно говоря. То есть мы понимаем, если мы видим, что у нас... А не оскорблять их чувства, почему для тебя важно? Потому что не оскорблять... Потому что если мы напишем... Только это. Конечно. То есть не потому, что ты хочешь измерить, условно говоря, свою электоральную базу и выработать тезисы. Запомните мои слова, что не будет меня в политике, реально. Вот мне все вот просто думают, что вот все-таки вот рано или поздно пойдет, как бы. Ну, успокойтесь, все нормально. Как бы, ну, я хотел бы, чтобы наш фонд остался. У нас сейчас очень серьезные трансформационные процессы внутри проходят. У нас сейчас будет очень важная стратегическая сессия, первая за 2 года, где мы будем как раз вот эти все вещи определять. То, что я вижу уже, то, что мы будем больше заниматься адвокацией и помогать государству решать свои вопросы самому. Второе, мы будем однозначно заниматься развитием и пропагандой таких явлений, как меценатство и волонтерство. То есть, чтобы люди... На законодательном уровне. Нет, на человеческом уровне. Потому что у нас люди вот сидят сейчас возле телевизора и говорят, пролоббируйте, вот, чтобы все депутаты стали меценатами. Нет, давайте с себя начнем. Ну вот, как-то так. На текущий момент так. Ну, через
2 года, где мы тебя сможем встретить, если вдруг ты уйдешь из общественного? Через 2,5, я думаю, уйти на время или навсегда. Где вы меня увидите? Не знаю, наверное, где-то на длительном отпуске. Честное слово, как бы мне очень хочется отдохнуть. Очень тяжело, у нас очень токсичное, на самом деле, Среда, общественное это мнение. Да, как бы и я хочу от этого отдохнуть. Пусть как бы, обсуждают меня как покойника, знаете. Вот. И от этого немного устаю. Но я вижу огромный потенциал, до сих пор не реализованный в фонде, я хочу его реализовать за это время. Для чего? Это способ твоей реализации, либо для того, чтобы в этой стране появился правильный фонд, который занимается обеспечением армии, или вот Нет, он уже есть и Хорошо, не один. Да, не один. Он уже есть и не один, как бы. Для того, что я вижу, для того, ради чего я это все начинал. Я хотел спасти несколько жизней и повлиять на ход боевых событий. Как бы я хочу, сейчас есть возможность сделать это в большей степени, есть команда людей, способная давать результат. Вот и все. Я хочу оказать максимально возможное историческое влияние на эту войну. И когда я почувствую, что я уперся в потолок как менеджер, или фонд уперся, еще куда-то, или война закончилась, то дальше он по-любому трансформируется, он будет жить. Моя задача сделать, чтобы мое детище, оно жило своей жизнью без меня. Спасибо, Виталий, за откровенность. Гостем нашей студии Prime Мусаева сегодня был Виталий Дейнега, основатель фонда «Вернись живым». До новых встреч и желаю успехов. Спасибо. Счастливо.